Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, командир добровольческого отряда «Ватан» Андрей Михайлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, вы сейчас командир отряда «Ватан», что в переводе «Родина», «Отечество». Скажите, какой настрой у ребят сейчас? Настрой как с первых дней, так и на сегодняшний день он нисколь не меньше. Настрой боевой. Помимо того, что личный состав отряда «Ватан» находится там уже с начала 23-го года, на сегодняшний день это не менее мотивированный личный состав, плюсом еще и с огромным опытом. А вот личный состав подразделения «Ватан», туда входят в основном наши земляки? 90% личного состава – это именно с Республики Башкортостан. Насколько это, может быть, упрощает связь друг с другом, чувство плеча, чувство локтя, когда вот это земляки твои? Вы знаете, вот в моем случае, когда они в 23-м году пришли, я ведь сам родом с Башкирии, моя родина – это Уфа. И когда я узнал, что в наше подразделение приходит добровольческий отряд «Ватан», и все они с Башкирии, там было порядка 105 человек изначально. И находясь в вооруженных силах уже более 10 лет, а если именно быть, то 13 лет, и увидеть у себя в подразделении личный состав, который родом оттуда, откуда ты сам, причем это не один, не двое, это целое подразделение, которое будет с тобой нога в ногу. Это очень меня замотивировало. Сразу же, когда подразделение прибыло, многие говорили, что вот с башкирами непросто, тяжело. Я сказал, что я сам с Башкирии, русский башкир, и поэтому мне есть о чем с ними поговорить, и я знаю, как с ними работать. Вот в этом плане было интересно. Ну вот когда слышишь родную речь, видишь своих земляков, это, наверное, дорогого стоит, потому что это твой дом, это напоминание о родной земле. Насколько часто вы созваниваетесь, списываетесь? Ну, на сегодняшний день такая возможность у нас стала больше. Это не Киев 22-го года, где у нас отсутствовало любое там средство связи. На сегодняшний день такая возможность имеется. А вы под Киевом в самом начале воевали? С самого начала, с 24 февраля. Потому что мы с вами были примерно в одном месте. Я вот в Броварах был. То же самое направление. И, насколько я знаю, Артур рассказывал до эфира, вот на том задании вы не потеряли ни одного бойца из личного состава. Это дорогого стоит. Да. Ну и вот Киев, он и был основой переломного момента. Мы ведь все еще были до 22-го года не обстреляны, и когда начались первые артиллерийские обстрелы, какие-то сложные боевые задачи, необходимо было в себе переломить то чувство, что у каждого человека из нас машинально срабатывает инстинкт самосохранения. Каждый изначально думает, как сохранить свою жизнь. В тех условиях необходимо было максимально быстро перестроиться и понимать, что помимо твоей жизни еще от тебя ждут команды, твой подчиненный личный состав, который не знает, что делать, который ждет команды от своего командира. Вот этому именно тот момент очень сильно научил. Но это говорим мы сейчас о психологической нагрузке, тому, чему пришлось учиться. А что поменялось за это время в тактических действиях, если говорить со стороны артиллерии? Средства беспилотной авиации на сегодняшний день это все, это основа. Все небо контролируется 24/7. И как одно из средств поражения, это ведь тоже все в комплексе. Сперва, чтобы поразить цель, ее что нужно выявить. А выявление целей в основном идет, это уже не подразделениями пехотными, мотострелковыми. Это все идет уже разведка с воздуха беспилотными летательными аппаратами. Вы говорите о том, что сейчас очень много беспилотников в небе. Идет массовое использование дронов, но есть мнение, что на СВО артиллерия по-прежнему остается богом войны. Давайте посмотрим, какие цели вы поражали и на каком расстоянии. 9-й, да, после каждого выстрела доклад. Да, 3 снаряда, беглый огонь. Выстрел, я 9-й.
Где это было? Это прошлое направление. До этого мы находились на Луганском направлении. Изначально там, где я общаюсь по рации, это шла пристрелка. А дальше, там, где уже поражение высокоточным снарядом, там оператор с беспилотного летательного аппарата, он должен именно слышать звук выстрела. И там, если первое видео было 3 снаряда беглый огонь, это после того, как пристрелка проходит, дают корректуры, и уже идет работа высокоточным снарядом, потому что один снаряд — одна цель. Но какое самое максимальное расстояние? 21 километр. 21 километр. Да, высокоточным снарядом. Ну, в летнее время немножко побольше. У нас ведь очень сильно влияют погодные условия. Если зима, то атмосферное давление, температура воздуха, снаряда, это все влияет. В зимнее время снаряд немножко забирает из-за погодных условий. То есть если у нас табличное значение 21 километр, то в летнее время мы можем работать на 22,5, к примеру, а в зимнее там, до 18-19 километров. Мы видим у вас очень много государственных наград. Вижу орден за заслуги перед Отечеством 2-й степени с мечами, медаль Суворова, медаль за боевые отличия, медаль участника специальной военной операции, медаль Минигали Шаймуратова и орден Минигали Шаймуратова. Я впервые вижу такого человека, бойца, которого наградили и медалью, и орденом. И есть благодарность от Верховного Главнокомандующего. Скажите, а для вас самого что эти награды? Очень много. Ну, вообще для меня это все основа. Для многих там выполнение поставленных задач, да, для меня на первом месте это сохранение жизни личного состава. Потому что у нас именно в этих подразделениях есть возможность максимально сокращать потери личного состава. Для меня все эти награды — это мой труд за сохранение жизни и здоровья моих людей. Потому что, как правило, воюют, конечно, не за награды и не за ордена. Воюют за выполнение поставленных задач. Но когда вы говорите, что в них закована жизнь ваших ребят, которых удалось спасти, если честно, у меня мурашки просто. У меня ком в горле встал. А вы сейчас в отпуске? Да. В 10-дневном, правильно? Нет, 19 суток. 19 суток. А как вас семья встретила? Ну, как всегда. Обнимали, целовали? Ну, само собой. У меня 2 сына. Старшему 6, младшему 3. Ну, младший, может быть, еще не совсем все понимает, но уже близок к этому. Ну, старший всегда. Если приезжаю, плачет, уезжаю, плачет, уже все понимает. А мне всегда думалось, кто они, жены героев. Вот сейчас это жены героев СВО. Каким характером нужно обладать, чтобы уметь ждать, уметь поддерживать? Наверняка вы чувствуете ее поддержку. Да, конечно. Ну, это в первую очередь это верность. Вы знаете, наша жизнь началась, когда я еще... Ну, совместная жизнь, когда я был курсантом. Это был 4-й курс. Мы жили в общежитии, в коммуналке на 6 семей. Есть такая поговорка, чтобы стать женой генерала, необходимо полюбить курсанта. То есть она полюбила меня, когда за спиной моей ничего не было, кроме курсантских погон и обучения в академии. Да, и именно с того момента все началось. И, знаете, тоже ведь не так просто найти себе супругу, которая будет все это тебя выдержит, все это время да. ждать, сможет это выдержать. Но, несмотря на все, она готова в любой день по любому звонку взять 15 чемоданов и детей моих за руки с 10 пересадками, поездом, самолетами и поедет в любое место, куда бы меня не отправили. Вот она верность, вот она настоящая поддержка. Настоящая любовь. У нас здесь очень большая работа ведется тыловая, работа по гуманитарным миссиям. Как вы эту поддержку региона чувствуете там за ленточкой? Очень чувствую. Даже вот сразу хочу сказать, несмотря на то, что я пришел к вам на передачу, и в любом случае, хочешь не хочешь, скажу, что все хорошо. Нет, вы должны понимать, что к любому бойцу, который родом из Башкирии, если задать вопрос, как идет поддержка, они скажут, что лучше поддержки нету на сегодняшний день, чем в нашей республике. За это огромное спасибо нашему главе республики. Поддержка идет настолько сильная, что это не какие-то мелкие там... Ну, мыльно-рыльные принадлежности. Да, мыльно-рыльные принадлежности, конфеты и так далее, там расходные материалы. Нет, у нас в подразделении есть КАМАЗы, есть Уралы, которые с республики идут сюда. Мы боеприпасы возим машинами, которые поставляются нам с республики.
Наша республика отправила самый первый гуманитарный конвой на Донбасс. Работа идет, она ведь не только в плане того, что вот от республики именно нам помощь идет. Все отдельные там регионы, районы нашей республики, когда идет какая-то помощь, все настолько настроены именно на победу, и такое чувство, что именно слова Верховного Главнокомандующего, когда он сказал: на сегодняшний день нет важнее задачи, чем задачи, которые стоят перед нашими бойцами в зоне специальной военной операции. И наш глава нашей республики, он смог на сегодняшний день донести всей республике всю суть, что необходимо каждому внести свой вклад в эту победу. Наверное, это добавляет мотивации. Да, очень. В Республике Башкортостан стартовал такой проект, наверняка вы о нем слышали, «Герои Башкортостана». Даже участвуете. Насколько это важно для будущей адаптации тех, кто вернется после победы домой? Это очень важно, потому что республика предоставляет возможность как-то в последующем будущем показать себя. Я считаю, что это очень важно и нужно на сегодняшний день. И ведь это, опять-таки, только в нашей республике началась вот эта программа. Это очень необходимо, это очень мотивирует. Это тот кадровый резерв управленцев, кто поможет выстраивать мирную жизнь здесь, в Республике Башкортостан. Проект по поручению главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова. Кем вы видите себя, вот если планируете здесь, а вы уже участвуете в проекте, в качестве управленца? Время покажет. Время героев покажет. Время героев покажет. Безусловно. Конечно же, победа, дай бог, близка. С учетом вашего уже жизненного, профессионального, эмоционального опыта, что бы вы могли пожелать тем будущим героям, которые отправятся на СВО? Нужно понимать, что сейчас в зоне специальной военной операции находятся командиры, командный состав с колоссальным опытом специальной военной операции протяженностью в 3 года. И тот личный состав, который прибывает вновь, заключает контракты с Министерством обороны, прибывает к нам, они максимально быстро обучаются. То есть мы все прошли своей кровью, своим потом, своим опытом. Помните, в самом начале мы говорили, что Ватан — это родина, это отчизна. Это те, наверное, фундаментальные слова, которые определяют настоящего мужчину, настоящего патриота. А что эти слова лично для вас? Родина, отчизна. Это в первую очередь защита моего дома. Очень глубокое понимание того, что ради чего мы там находимся, а плюсом, когда еще с таким названием приходит именно с твоей родины, с республики, целое подразделение. Ведь у нас там таких подразделений больше нету. Но именно у нас. Уникальное. Это уникальное и единственное подразделение, которое ты понимаешь, что вот она, родина, пришла к тебе на помощь целым подразделением. И мы рады, что наша родина в таких надежных, крепких руках. Спасибо вам за вашу службу и за то, что пришли. Вам спасибо. Возвращайтесь живой, с победой. Дай Бог. Спасибо, что пришли к нам в студию. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Победа будет за нами.